Здесь лучше, он споет песни здесь. Покупайте книжку, очень интересная, сказочная, волшебная.
Фабрики Богатери за свою вековую историю. Ваши овации почетному гостю, нашему другу, этническому певцу, писателю, композитору и режиссеру Гуру Д. Благодарю вас. С праздником, дорогие мои друзья, Богатери. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы рады приветствовать всех собравшихся в зале Чувашской государственной филармонии. Громкие аплодисменты мы дарим фабрике с вековой историей, которая создает уникальные изделия, которые являются национальным достоянием нашей республики. Фабрики художественных промыслов Богатери 100 лет! Богатери – это единственное предприятие в России, которое на промышленном уровне занимается производством сувенирной продукции, национальных костюмов и повседневной одежды с чувашской вышивкой. Фабрика стала истинным центром творчества и инноваций в сфере чувашской вышивки. Благодаря энергии и преданности художников, вышивальщиц, она смогла сохранить и развивать дальше эту великолепную традицию. Каждая коллекция фабрики – это история столетий, перевоплощенная в современные тренды, которые получают признание на российском уровне. Мы рады, что сегодня на нашем празднике присутствуют друзья фабрики, настоящие ценители искусства. Мы говорим вам добро пожаловать в мир чувашской вышивки и всего прекрасного! С праздником Богатери! Со столетним юбилеем! Внимание на экран! За вас родное мастерство, льняное наше полотно. Я возвышаю голос свой, вам пережить века дано. В душе таить не должен я то, чем взволнован так сейчас. Чувашской вышивкой, друзья, вы любовались ли хоть раз? Столетие традиций и мастерства. Добро пожаловать в мир Богатери, где каждый узор рассказывает историю. Традиционные чувашские символы начала, вершины покорения, труда и героизма переплетаются с агитационной советской символикой. Каждый узор рассказывает историю о землячестве и солидарности, ведущих нас к светлому будущему. История Богатери начинается в далеком 20 веке, когда в Поволжье царил голод. Люди собирались в артели, чтобы выжить, создавая искусство, спасшее жизни. В далеком 1923 году из сердца Чувашии зародилась артель Богатери, воплощение чудесной чувашской вышивки. От простых салфеток до экспорта в Европу и Америку Богатери превращается в символ культурного наследия и инноваций. В 1930-31 годах в Айгешево появляются новые мастерские по вышивке, что свидетельствует о расширении деятельности. Артель Богатери быстро набирает известность, продукция начинает экспортироваться в разные страны. Виток нитей рассказывает о бесстрашии и целеустремленном развитии фабрики Богатери в голодные и бурные 30-е годы, когда каждый стежок был символом надежды и упорства. Рассвет фабрики Богатери связан с именем художника по вышивке Екатерины Иосифовны Ефремовой. Она вдохновляла, создавая и сохраняя чувашское наследие. Екатерина Иосифовна сосредоточилась на возрождении национальной вышивки, проводя исследования и экспедиции по Чувашской республике. Ее работы не ограничивались только рисованием узоров, но и включали глубокое изучение и творческую интерпретацию традиционных орнаментов, превращая их в современные произведения искусства. В каждом символе этой эпохи скрыта история героического труда фабрики Богатери в годы войны, где стежки и линии переплетаются в узоре «Все для фронта, все для победы», символизируя несгибаемость и мужество советского народа.
Во времена Великой Отечественной войны артель, словно герой из сказки, смело встала на защиту страны, переключившись на производство для фронта и народного хозяйства. После войны фабрика «Пахатерия» вновь очаровала мир своей вышивкой. С ростом производства в 1960 году фабрика открыла новый корпус, обретая славу по всему Союзу. Она привлекла внимание знаменитостей, включая визит Андриана Николаева, дважды Героя Советского Союза. К 1973 году фабрика расширилась еще больше, внедряя машинную вышивку и открывая новые горизонты для традиционного искусства. Как в волшебной сказке о мире после бури переплетаются нити победы и счастья, отражая счастливый труд и яркие успехи фабрики «Пахатерия» в сияющие 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы, наполняя каждый стежок радостью и надеждой. О стойкости и надежде переплетены линии, рассказывающие о противостоянии фабрики «Пахатерия» во времена кризиса 90-х и 2000-х годов, где каждый узелок символизирует тяжелый труд и возрождение, поддержанное с помощью фабрики «Вилан». Хочу поделиться с вами нашей удивительной историей возрождения. Начиная с 2000 года мы с супругом ведем бизнес по производству спецодежды. Мы росли и развивались, открывая магазины и филиалы. В 2007 году наш путь пересекся с фабрикой «Пахатерия». Мы столкнулись с главными трудностями, включая банкротство бывших владельцев и хозяйственные споры. Но это не остановило нас. Мы наладили теплые, доверительные отношения с сотрудниками «Пахатерии». Узнав о чувашской вышивке, решили сохранить это культурное, народное наследие. Тем временем мы не только сохранили, но и возродили фабрику «Пахатерия». Уделяя внимание каждому узору, мы не просто соблюдаем традиции, а вносим их в современность. Наша продукция с чувашской вышивкой пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. В то же время мы продолжаем производство качественной спецодежды под брендом «Вилан», сочетающий комфорт, функциональность и стиль. «Пахатерия» для нас это не просто фабрика, это символ красоты и уникальности. И мы гордимся тем, что вносим свой вклад в сохранение чувашских традиций для будущих поколений. Сегодня «Пахатерия» — это участник мировых фестивалей и выставок, где каждое изделие рассказывает уникальную историю. «Пахатерия» сочетает традиции и технологии, обучая новое поколение магии создания красоты. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с фабрикой спецодежды «Вилан» и усилиям мастериц «Пахатерия», верных девизу «Сохраняя традиции чувашской вышивки». «Пахатерия» соединила работы мастеров из всех регионов России. Впервые создали вышитую карту страны, объединяя в едином полотне с традиционными узорами различных этносов, демонстрируя разнообразие и богатство локальных видов вышивки от тамбовского креста до поморского золотого шитья. Как в сказке о Возрождении, «Пахатерия» взмывает к новым вершинам под светом 3 сияющих солнц и звезды Вилан, отражая красоту и совершенство чувашской вышивки. Герб Чувашии гордо заявляет о своем национальном наследии – празднование векового юбилея фабрики. Прошлое, настоящее и будущее слились в танце нитей и игл. В каждом стежке частица души мастера.
Лишь в Чебоксарах подержал рубашку чудную в руке. Всю ночь я думал и гадал о выжившей ее пике. Как нитки выбрала она, шелк яркий, словно позумент. И мысль меня лишила сна, прекрасному забвенья нет. Бересту лыкали одни, чуваш знал вечный труд верша. Итак, век спустя Пахатерия остается символом современности, моды и чувашской вышивки. Слово предоставляется генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Фабрика художественных промыслов Пахатерия», заслуженному работнику промышленности Чувашской Республики Наталье Ивановне Посанковой. Добрый день, уважаемые гости, работники и ветераны фабрики. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас в этом прекрасном зале. Мы собрались здесь, чтобы отметить каждую важную дату, столетний юбилей нашей фабрики. Символ не только нашей стойкости и гордости, но и нашего глубокого уважения и любви к вековым традициям. Ваше присутствие сегодня делает этот момент еще более особенным и незабываемым. 100 лет назад заложились основы предприятия, которое пережило множество взлетов и падений, войну и послевоенное время, от угроз исчезновения до роста экспорта. Но сегодня фабрика продолжает гордо писать свою историю. Мы не просто сохраняем культурное наследие, мы делаем его частью современного мира. Наш музей «Чудесная вышивка Пахатерия» – это наш ответ на вызов времени, где каждый экспонат рассказывает историю в стишке. В музее собрано более 1000 изделий и одежды с чувашской вышивкой. Большое значение в развитии фабрики имеет выставочная деятельность нашего музея, передвижные выставки по городам и регионам России. Мы помогаем чувашам, живущим вдали от родины, через искусство коснуться своих корней и передать эту любовь своим детям. С 2009 года выставки по приглашению наших земляков прошли в Нижневартовске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске и во многих других городах России. Мы продолжим эту работу и в будущем году. С открытием музея фабрики мы запустили замечательную традицию – ежегодный конкурс «Азамлы-Кинже» – «Мир чувашской вышивки». Благодаря поддержке администрации Чебоксарского округа, Министерства экономики и Чувашского национального музея мы собрали более 1500 детей, школьников и студентов со всей страны. Наша цель не просто сохранить уникальное искусство чувашской вышивки, но и вдохновить молодежь на изучение этого прекрасного ремесла, также привлечь молодых креативных специалистов на наше производство. Наша фабрика всегда отличалась высоким качеством и уникальностью продукции. В этом году наши сувениры завоевали любовь России, стали победителями в конкурсе «Народный сувенир», организованном «Комсомольской правдой». Также наша коллекция «Акатуй» завоевала на ведущих конкурсах «Русское поле» и «Этно и ратно» призовые места. Благодаря творчеству наших мастеров фабрика художественных промыслов Пахатерия была признана лучшим малым предприятием 2022 года и получила заслуженный статус социального предприятия и предприятия народных художественных промыслов России. Это наша общая победа, и мы гордимся тем, что наше искусство признано и любимо. В сентябре мы открыли нашу новую гордость – торговый дом «Чувашская вышивка Пахатерия» и творческую мастерскую. Здесь мы представляем не только продукцию, но и наш уникальный взгляд на интерьер, отражающий красоту чувашской вышивки. Благодаря поддержке правительства Чувашии и льготным кредитам мы смогли воплотить мечту о своем собственном магазине. Это большой шаг для нас и прекрасный шаг продемонстрировать всем уникальность нашего наследия. Фабрика Пахатерия – это не только производство, но и активный участник многих значимых проектов. Мы гордимся участием в создании таких проектов, как Сурбан-Перле, Вышитая карта Чувашии, Вышитая карта России и Рожденные в вышивке. Эти проекты стали возможными
благодаря поддержке Министерства культуры и правительства Чувашии. Также с 2020 года мы все вместе празднуем День чувашской вышивки, ставший особенным праздником для всех мастеров. Надеемся на дальнейшее сотрудничество на благо нашей республики. Фабрика «Богатырь» является членом Ассоциации народных художественных промыслов России, Евразийской ассоциации этнодизайнеров. В последние годы «Богатырь» активно участвует на этноподиуме по всей России, обращая внимание на современный облик с чувашской вышивкой. Наши коллекции показывают, что повседневная одежда может быть и модной, и уникальной. Наша фабрика «Богатырь» находится на арендуемых площадях. Я очень надеюсь на одобрение нашего проекта по строительству нового современного здания, в котором мы расположим швейные мастерские, сувенирный магазин и музей, который укрепит туристический потенциал нашего округа и привлечет новые кадры на фабрику. Сегодня мы также представляем книгу-альбом «Вековые образы Чувашии. Национальная вышивка. История. Люди», которая открывает мир национальной вышивки и столетней истории фабрики «Богатырь». Автор Геннадий Николаевич Иванов-Арков, известный искусствовед, собрал в ней уникальные вышитые произведения и костюмы, отражающие богатую культуру Чувашии. Это издание освещает нелегкий путь Богатыря, показывая, как предприятия и его работники сохранили и развивали вышивку, вопреки всем трудностям. Благодаря стараниям всех сотрудников, Богатырь сегодня – это живая легенда, промышленный центр чувашской вышивки. Несмотря на изменения, мы сохраняем и развиваем традиции, создаем продукцию, которая выделяется среди современного многообразия изделий. Огромное спасибо всем нашим покупателям за преданность и любовь к нашему труду. Ваш выбор – это подтверждение того, что традиции живут и развиваются. И в завершение хочу выразить слова благодарности также нашим партнерам за выбор качественной и комфортной спецодежды под торговым брендом «Билан». Вы помогаете нам не только стабильно расти и развиваться, но и вы поддерживаете народные и художественные промыслы Чувашии. Сердечное спасибо всем ветеранам за ваш вклад в историю фабрики «Богатырь». Он бесценен. Не менее важна и работа всех наших сотрудников в разных городах – Казани, Новочебоксарске, Чебоксарах, Красных Читаях, Гудесях. Благодаря вашему усердию мы продолжаем рост и идем вперед. Поздравляю всех с юбилеем нашей фабрики. Желаю вам всего самого наилучшего. С днем рождения фабрики «Богатырь». Большое спасибо вам, Наталья Ивановна. Приглашаю зрительный зал. Спасибо. В адрес коллектива фабрики «Богатырь» пришло послание от Ассоциации народные художественные промыслы России, председателя правления, члена правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики, академика Российской академии художеств Геннадия Александровича Дрожжина. Позвольте зачитать. От имени мастеров и художников промыслов правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем, столетием со дня образования предприятия. Вам удалось создать свой безошибочно узнаваемый стиль, который отмечен яркой индивидуальностью и отличается непревзойденным искусством, придающим изделиям промысла особую теплоту. Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых творческих успехов всем, кто служит благородному делу сохранения и развития традиций народного искусства России. Слово предоставляется заместителю председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министру экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснову Дмитрию Ивановичу. Уважаемые труженики фабрики или артели «Богатырь», уважаемые гости, друзья, соплеменники, 100 лет. Конечно, какая-то невероятная цифра для артели, для производства, для промышленного производства, где в таком масштабе и с такой историей богатой производилась такая, и до сих пор производится такая красота. Но от нас, от всех, вам большое спасибо, что сохранили, за то, что
являетесь нашим достоянием и за то, что это прошлое будет нашим будущим. Огромное вам спасибо за ваш труд, за ваш, можно сказать, даже вот этот вот подвиг, что смогли сохранить и дальше развиваете это предприятие. Для нас это, конечно, огромное-огромное преимущество. Это и культура. Вот мы с Анатольевной сидели сейчас и спрашивали, а что это вот Пахатерия? Это промышленность, культура или туризм? А это вот все. То есть получается, что через наш такой вот социокультурный код, через вышивку, через трудолюбие, через производство, через продвижение, через туризм, через культуру вы становитесь частью и экономики, народного хозяйства, и нашей жизни. Поэтому еще раз из-за этого огромные слова благодарности. Ну и, конечно, труженикам, ветеранам, тем именам, которые мы сегодня в фильме видели. Да? Спасибо им за то, что заинтересовались, за то, что они сохранили. А Наталье Ивановне отдельное спасибо за то, что в те сложные, смутные времена вот это вот человеческое, наверное, да, чувство и желание не потерять, не утерять, а сохранить и дальше иметь инициативу и желание и силу развивать, конечно, заслуживает отдельного внимания и слов благодарности. Мы на следующей неделе как раз будем рассматривать ваш проект. Я думаю, ну уже скажу, наверное, да, что многие дали только положительное заключение вашему проекту. Я надеюсь, что в самое ближайшее время, в новом столетии в вашей артели, у вас появится свой дом, где можно будет не только производить, но и показывать и принимать гостей, туристов, жителей Чувашской республики. Ну а Чебоксарский муниципальный округ обретет новую точку туристической привлекательности. Я думаю, что будут пользоваться только популярностью, и многие-многие туристы и жители Чувашии будут приезжать в Чебоксарский округ и посещать эту фабрику, это производство, и приобщаться к этой культуре, к этому производству, к этому человеку труда. Еще раз вам спасибо, еще раз вас поздравляю и всех с наступающим Новым годом. Мы рады начать торжественную церемонию награждения. За вклад в сохранение и развитие чувашской национальной культуры почетная грамота Чувашской республики вручается коллективу общества с ограниченной ответственностью «Фабрика художественных промыслов Пахатерия». Благодарность главы Чувашской республики вручается Спиридоновой Валентине Константиновне, продавцу-консультанту фабрики художественных промыслов «Пахатерия». Просьба остаться на нашей праздничной сцене. Валентина Константиновна, не убегайте, пожалуйста. Валентина Константиновна, сделаем потом общую фотографию, хорошо? Благодарность главы Чувашской республики вручается Ландышевой Ольге Александровне, главному конструктору-модельеру фабрики художественных промыслов Пахатерия. Приглашаем на общее фотографирование, пожалуйста, несколько шагов вперед. Пожалуйста, под громкие аплодисменты всех присутствующих. Поздравляем. Спасибо, приглашаем вас в зал, а церемония награждения продолжается. За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики награждается Семенова Юлия Валерьевна, заместитель генерального директора по экономическим вопросам фабрики художественных промыслов «Пахатерия». Также просим оставаться на сцене.
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также в связи с празднованием столетия основания фабрики «Богатырь», благодарностью министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики награждаются Горшенина Татьяна Викторовна, главный бухгалтер фабрики художественных промыслов «Богатырь». Уважаемые награждаемые, мы вас просим так быстро не убегать со сцены, потому что обязательно необходимо будет сделать замечательную памятную фотографию. Награждается Михайлова Виктория Станиславовна, менеджер по работе с юридическими лицами фабрики «Вилан». Награждается Сомина Екатерина Николаевна, заместитель руководителя отдела продаж фабрики «Вилан». Ну и, конечно, по традиции общая фотография. Мы просим всех награжденных стать ближе к центру. И мы дарим громкие овации. Спасибо вам большое. Спасибо. Дмитрий Иванович, пожалуйста, не уходите, вам подарок от фабрики «Книга. Вековые образы Чувашии». Спасибо за участие в нашем мероприятии. Благодарим. Приглашаем зрителей в зал. С праздником вас поздравляют финалисты Всероссийского телевизионного конкурса на телеканале «Звезда», классик-группа «Бельканто». Thank you.
классик группа Бенканто. Ну и, конечно же, наша благодарность в адрес артистов за участие в мероприятии. Спасибо вам большое. Аплодисменты. Сегодня на юбилей Пахатерия приехали друзья и партнеры фабрики. Радостно, что на таких ярких встречах мы можем делиться опытом, впечатлениями и эмоциями. Сейчас вы насладитесь коллекцией дизайнера Татьяны Смирновой «Город Москва». Встречайте, коллекция «Русская красавица».
коллекцию представила Татьяна Смирнова, член Союза художников Российской Федерации с 1987 года. «Русская Шанель», как ее называет зарубежная пресса. Постоянный участник и дипломант всероссийских и международных выставок. Ее работы хранятся в Московском музее декоративно-прикладного искусства, в Хлебном доме в Царицыно, частных коллекциях России, США, Франции, Марокко, Дании, Бельгии. Встречайте, Татьяна Смирнова. Она родоначальник текстильной бижутерии, виртуозно работает в стиле лоскутное шитье. Ее творчество посвящено созданию женского образа с головы до ног. 16 октября 2023 года награждена золотой медалью Академии искусств Российской Федерации. Выражаем вам благодарность за участие в юбилейном торжестве фабрики «Богатыря». Спасибо вам большое. Мы продолжаем наш праздник. Дружба фабрики «Богатыря» и с ансамблем «Ирвец» длится уже долгие годы. Их визитная карточка не только национальный талант и профессионализм, но и костюмы, которые фабрика шьет многие годы. На сцене образцовый детский коллектив, ансамбль народных инструментов Дворца детского и юношеского творчества города Чебоксары. «Ирвец», руководитель, заслуженный работник культуры Чувашии и России, лауреат премии «Душа России», почетный профессор Сергей Федотов. Встречаем! Шапшура кубыста, эберташа бидеста, юрламазан, ташламазан, перекунда намаста.
единство, за дружбу примите. Благодарность, конечно же, книгу в подарок. В знак признательности. Творческих успехов вам. Спасибо. Браво. 10 июня 2022 года, в год культурного наследия народов России, правительство Чувашской Республики презентовало всероссийский проект «Вышитая карта России». Амбассадор проекта «Народная артистка России» Надежда Бабкина назвала ее оберегом России. Над созданием карты трудились более 200 мастеров из разных уголков страны. Филигранную работу по соединению всех частей в единое полотно проделали 8 мастериц фабрики «Богатыря». 2,5 месяца трудились мастерицы фабрики и сшивали карту. Это абсолютно уникальный проект, которым гордится вся Чувашия. Сейчас вышитая карта находится на выставке ВДНХ в Москве. Также были реализованы проекты «Акция Сурпан» и «Вышитая Чувашия». Фабрика «Богатыря» является постоянным партнером всех масштабных проектов Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Слово предоставляется министру культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлане Анатольевне Каликовой. Юлдашсем, Хизепля Пахадера ветеранызем, Пайнге, Шлеген, Шинзем, Чунджери Ринзере, Шержул Тулдарна Ятпа, Пахадера фабрика Шержул Тулдарна Ятпа, Саламладов. Добрый день, дорогие друзья! То, что Пахадера сегодня отмечает 100 лет, это, конечно, великолепная дата, замечательный праздник для нас, для всех. Ну а Пахадера для меня это, конечно же, и личная история. Я до сих пор помню, как мой отец с удовольствием надевал рубашку с чувашской вышивкой для того, чтобы поехать на Тихвинскую ярмарку. Я помню, как родители нам, дочерям, покупали платье с чувашским узором, и это было все создано руками мастериц, которые работали на Пахадере. И сегодня тоже вся наша работа Министерства культуры Чувашской Республики, она очень тесно связана вот с сотрудничеством именно с этой фабрикой. Правильно сейчас отметили ведущие, что в 2020 году по инициативе главы Чувашской Республики у нас был учрежден новый государственный праздник День чувашской вышивки. И за этот период, казалось бы, совсем небольшой период, мы вместе с труженицами Пахадера проделали достаточно серьезную, большую работу и смогли прославить и Чувашию, и фабрику еще раз, потому что они уже завоевали свой авторитет, еще раз заявили о себе в целом стране. Сурбан Перле, вышитая карта Чувашии, вышитая карта России, которые сегодня действительно являются украшением выставки России, такой идейной площадкой для того, чтобы объединить вокруг одного проекта всю страну. Конечно, без умелых рук мастериц это было бы сделать невозможно. Сложно переоценить вот, инициативу главы Чувашии по учреждению Дня чувашской вышивки. Фабрика Пахадера умеет вокруг себя собирать самых лучших, самых талантливых людей. Рядом с ними Чувашское книжное издательство, с которыми работают не один год, и когда я еще работала в Чувашском книжном издательстве, мы вместе и с Пахадерой, и вместе с Геннадием Ивановым-Марковым издали книгу, в которой собрали работы Марии Симаковой, которая долгие-долгие годы работала тоже в Пахадере. Сегодня Чувашское книжное издательство издало еще одну книгу, которая презентуется на этой сцене. И хочу сказать, что вот это сотрудничество, вот это взаимодействие у нас будет продолжено. В 2024 году мы всей республикой будем отмечать 110-летие со дня рождения Екатерины Ефремовой. Именно в ее день рождения мы отмечаем День чувашской вышивки. Кроме того, дорогие друзья, глава республики поставила перед нами задачу уже в 2024 году открыть музей чувашской вышивки. Это говорит о том, что у нас с вами очень много работы впереди, причем такой яркой, красивой работы, которая будет оставаться для наших детей, и они будут
дальше развивать это дело. Я поздравляю вас со столетием фабрики Бахадеры. Хочу пожелать всем новых ярких проектов, благодарных людей, которые будут вот с такой благодарностью принимать вашу работу. И, конечно же, пусть имена ярких мастеров будут увековечены. Спасибо вам, низкий поклон. За вклад в развитие культуры почетной грамотой Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики награждается Андреева Анастасия Васильевна, главный художник по вышивке фабрики художественных промыслов «Бахадеры». Просьба также оставаться на сцене для общего фотографирования позже. За большой вклад в развитие чувашской вышивки и сохранение культурных традиций чувашского народа благодарственные письма вручаются ветеранам фабрики Бахадеры Романовой Розе Борисовне. Петровой Татьяне Ивановне. Павловой Маргарите Яковлевне. И, конечно же, мы приглашаем всех вас на общее фотографирование. Сделайте несколько шагов вперед. А мы подарим громкие аплодисменты. Спасибо за ваш труд, за вашу любовь к своему делу, за преданность профессии. С праздником вас! Уважаемая Светлана Анатольевна, конечно же, примите этот замечательный подарок от фабрики Бахадеры. Спасибо. В 2022 году фабрика Бахадеры приняла участие в фестивале «Байкальская неделя искусства и ремесел» в Иркутске. Именно тогда состоялось знакомство и дружба с этническим певцом, писателем, композитором и режиссером Гуруде. Я пою на разных языках, и у меня есть мечта спеть на чувашском языке. Именно эта фраза прозвучала на том фестивале, и все мечты и желания свершились. Он написал музыку на стихи Наташи Герасимовой, и впервые музыкальная премьера «Малалла» прозвучала в Чебоксарах на этнофестивале «Ясна музыка». На Красной площади прошли показы фабрики Бахадеры современной и традиционной одежды с чувашской вышивкой под его музыкальное сопровождение. И он снова здесь, снова дарит нам свое невероятное творчество. На сцене Гуруде, этнический певец, писатель, композитор, режиссер, входит в элиту Ethno World Music планеты, дважды лауреат премии президента Российской Федерации, лауреат премии Шойгу. Гуруде – автор книги этнической легенды «Тайна белого июса». В 2023 году его книга вошла в топ-3 лучших книг России в категории «Поэзия» премии Чуковского. Официальный представитель миссии ООН и ЮНЕСКО, хедлайнер университеады в Красноярске, призер этнического Евровидения в Италии, победитель международного проекта Broadway Dreams в Нью-Йорке. Его голос прозвучал более чем в 30 странах мира на лучших мировых сценах. Сегодня мы вновь рады приветствовать Гуруде на нашей земле. Встречайте! Еще раз приветствую всех вас и хочу поздравить и поблагодарить всех мастериц этой потрясающей фабрики Бахадеры, потому что вы являетесь хранителями традиций. В ваших руках оживают орнаменты, они начинают звучать. И действительно, наша встреча состоялась на Байкале, и я очень рад, что родилась песня,
на чувашском языке, которую сегодня вы все услышали. И я благодарю Наташу Герасимову, вашу землячку, за то, что она написала такие трогательные, очень философские строки. И сейчас я хочу отправиться с вами в Хакасию на этом волшебном магическом бубне. Это бубен народа Нганасаны, Россия многонациональная страна. И я очень рад действительно, что вы являетесь автором идеи вышивки карты России. И на этой карте видно, сколько народов, сколько орнаментов живет в России. И вот сейчас мы с вами отправимся в Сибирь, на мою родину, где встретимся с волчьей стаей, и я очень хочу, чтобы дух белого волка оберегал всех вас, оберегал фабрику Пахатеря, и я очень хочу, чтобы сердце этой фабрики, сердце чувашских орнаментов билось вечно. Hey,
бережет каждого из вас. С праздником! Пахатери! Пусть ваше сердце бьется вечно. Ваши аплодисменты гуру Д. Ну и, конечно же, благодарность нашему большому другу. С нетерпением ждем сегодняшнего концерта в Чувашской государственной филармонии. Спасибо, до встречи. Слово предоставляется министру промышленности и энергетики Чувашской Республики Марковцеву Борису Васильевичу. Добрый день всем. Даже не знаю, что сказать после таких слов предыдущих поздравлений от такого замечательного исполнителя. На самом деле мне почетно очень находиться среди вас, среди работников Пахатери, среди его ветеранов, гостей, друзей фабрики. Потому что не каждый регион может похвалиться таким, как это правильно сказать, тем, что они так чтят свои вековые традиции. А вы те, которые это делают. Мне хотелось бы поздравить вас и поблагодарить вас за то, что вы делаете, и пожелать вам в дальнейшем интересных идей и продолжения ваших традиций. С праздником вас! Спасибо большое. Переходим к церемонии награждения. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием столетия основания фабрики Пахатери почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики награждаются Леонтьева Татьяна Игоревна, швея фабрики «Вилан». Награждается Манкелова Зоя Германовна, швея фабрики «Вилан». За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием столетия основания фабрики Пахатери благодарностью министра промышленности и энергетики Чувашской Республики награждаются Степанова Ольга Петровна, швея фабрики «Вилан». Раскина Ольга Николаевна, швея фабрики «Вилан». Александрова Валентина Митрофановна, упаковщик фабрики «Вилан». Награждается Федотов Владимир Геронтьевич, электрик. Ну а теперь традиционное общее фотографирование. Несколько шагов вперед. Зал поддержит, подарит аплодисменты, свои улыбки, искренние поздравления в адрес коллег, единомышленников, друзей с праздником! Борис Васильевич, примите и вы подарок, пожалуйста, от фабрики Пахатери. Книгу спасибо большое, приглашаем в зрительный зал. К микрофону приглашается чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республики Беларусь господин Жозе Антонио Марата Тавареш. Ibu Natalia Posinkina yang saya hormati. Уважаемая госпожа Наталья Посынкина.
Bapak Dmitry Krasnov, Wakil Perdana Menteri Republik Shuvas. Уважаемый Дмитрий Краснов, заместитель председателя Кабинета министров Республики Чувашия, министр экономического развития Республики Чувашия. Menteri Kebudayaan Ibu Svetlana Kalikova. Уважаемая госпожа Светлана Каликова, министр культуры Республики Чувашия. Dan Bapak Menteri Boris Markovtsov. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Уважаемый Борис Макарцов, министр промышленности и энергетики Республики Чувашия, а также все собравшиеся зрители. Atas nama pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat atas perayaan 100 tahun pabrik baju nasional terkemuka Shuvas Pakatere. От имени правительства Республики Индонезия от себя лично позвольте поздравить фабрику Пахатере со столетием. 100 tahun. 100 tahun bukan waktu yang singkat, 1 abad lamanya, dan saya berharap Pakatere terus jaya 100 tahun dan lebih lanjut lagi. Столетие – это немалый срок, это уже целый век. Я надеюсь, что этой замечательной фабрике я хотел бы пожелать будущего развития еще на 100 лет вперед и больше. Tadi saya lihat penampilan tadi yang sangat luar biasa, baju-bajunya sangat indah dan dipakai oleh baik generasi muda maupun para senior yang di Republik Shuvas ini. Я уже успел увидеть на этом мероприятии прекрасные образцы одежды, мне очень понравилось, и очень понравилось, что эту одежду носит не только старшее поколение, но и молодое тоже, что традиции продолжаются. Dan saya lihat tadi map yang ada ditampilkan tadi itu ibaratnya mozaik yang sangat indah di seluruh map yang menggambarkan di seluruh di peta Rusia. Itu berarti saya bisa katakan itu adalah sebangsa semacam untayan mutu manikannya yang di setiap mozaiknya dipoles mengkilat seperti apa yang dilakukan di Republik Shuvas. Я увидел также замечательную карту России, вышитую карту России здесь, и мне это напомнило прекрасную мозаику из красивых камней, которые, если отполировать красиво, они засияют вместе, как одно большое красивое полотно. Budaya Indonesia dan budaya Shuvas agak mirip dari pakaiannya, dan kami juga menampilkan sebagian dari pakaian tradisional Indonesia di Art Museum di Чебоксары. Также я заметил, что чувашская и индонезийская культуры очень похожи, поэтому со своей стороны хотел бы пригласить вас на выставку индонезийской культуры, которая проходит здесь, в Чебоксарах, в Чувашском государственном художественном музее. Dan saya di sini untuk tetap membina hubungan antara Indonesia dan Rusia, khususnya dengan Republik Shuvas, dan kita harapkan ke depannya ada kerjasama ekonomi, budaya, turisme yang lebih dekat di antara bangsa Indonesia dan bangsa Rusia, bangsa Republik Shuvas. А со своей стороны мы продолжим работу над укреплением отношений между Индонезией, Россией, Индонезией и Республикой Чувашия. И будем вместе работать над улучшением отношений, укреплением в области экономики, культуры, социальной сферы, образования и так далее. Dan sekali lagi saya mau ucapkan selamat kepada Pakatere, jaya dan sukses selalu. Terima Еще kasih. раз поздравляю вас с юбилеем, успехов на вашем пути. Спасибо большое, Дмитрий, как подарок. Конечно же, от фабрики традиционной. Спасибо нашим гостям. Давайте еще раз подарим аплодисменты. Благодарим. И приглашаем зрителей в зал. Спасибо за дружбу, конечно же. Фото обязательно на память. Спасибо. Слово предоставляется представителю Республики Татарстан Фаезовой Гузель Наилевне, заведующей сектором по проектной деятельности и поддержке культурных инициатив, ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан.
коллеги, ветераны, гости этого мероприятия. От имени коллектива Государственного бюджетного учреждения «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» примите самые теплые поздравления с уникальным событием, столетним юбилеем со дня основания фабрики Пахатеры. Фабрика художественных промыслов Пахатеры успешно сохраняет и развивает все традиции чувашской вышивки и на сегодня является единственным предприятием в России, которое на промышленном уровне занимается производством сувенирной продукции, национальных костюмов и повседневной одежды с чувашской вышивкой. С 1923 года фабрика сохраняет свой бренд, являясь центром чувашской вышивки в Чувашской республике и России. На фабрике Пахатеры самоотверженно трудятся преданные своему делу высококвалифицированные специалисты, благородный труд которых отмечен многочисленными наградами российского и международного значения. А авторские произведения составляют гордость ведущих музеев страны, прежде всего музеев Республики Чувашии, а также Санкт-Петербургского государственного музея этнографии народов мира, Государственного русского музея, Государственного музея современной истории России. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации единогласно принято решение о регистрации образцов изделий народных художественных промыслов фабрики Пахатеры в качестве образцов изделий народных художественных промыслов, признанного художественным достоинством. Мы гордимся плодотворным сотрудничеством с вами и считаем, что наше партнерство является примером надежного и успешного взаимодействия. В этот знаменательный день позвольте выразить глубокое уважение коллективу фабрику Пахатеры за высокий профессионализм, верность традициям и сохранение глубинных основ народного творчества и пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и неиссякаемой энергии на долгие годы. Спасибо. Большое спасибо вам, Гузель Наилевна. Этот замечательный сувенир от фабрики Пахатеры в память о сегодняшнем дне. И эти бурные аплодисменты. А мы рады вам представить коллекции Султана Салиева. Это наш друг и коллега из города Казани. Предлагаем вам насладиться красотой и величественностью национального костюма Республики Татарстан. Встречайте, коллекция Тон Йолдызым. Рассветная звезда. Балсам жиде сарғымақ, күміш ялымны тұрып, таң желлері искенде, өлеңге шық түшкенде, қызым, қызым, таң йылдызым, шабып сыйлап қайтар еді, гүлді құшын сүйгенім. Oh
нашей мечты. Ваши аплодисменты нашим гостям из Республики Татарстан. На сцену приглашается Султан Салиев, город Казань. Дизайнер одежды, вице-президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров. Доцент Казанского государственного института культуры, лауреат премии Союза дизайнеров Москвы, официальный дизайнер конкурса «Мисс Татарстан». Вам слово. Спасибо. Всем доброго вечера. Спасибо за приглашение. Спасибо за то, что вы продолжаете такие традиции потрясающие, как сохранение национальных особенностей, национальной культуры, национальной красоты. Это такая уникальная фабрика, и я, конечно, и благодарен, и поздравляю коллег, поздравляю работников, сотрудников и, безусловно, вашу республику с таким потрясающим событием, как такой очень круглый юбилей. Это достойная особенности вашей республики. Этим нужно гордиться, это нужно поддерживать и восхищаться. Я желаю вам продлить как можно надольше ваши традиции, вашу потрясающую фабрику. И хотелось бы увидеть Наталью и вручить ей небольшой презент от Республики Татарстан и, безусловно, от Евразийской ассоциации дизайнеров, куда входит, конечно же, потрясающая фабрика «Татарстан». Давайте еще раз подарим громкие аплодисменты нашим гостям. Спасибо за сотрудничество, за дружбу. И, конечно же, примите благодарность и подарок от фабрики. Спасибо, ждем вас в гостях вновь.
А мы продолжаем и приветствуем народный ансамбль народной песни «Тараньень» Турновского сельского клуба Чебоксарского муниципального округа, художественный руководитель Валерий Васильев.
адрес, примите эту замечательную книгу, благодарственное письмо и овации всего зрительного зала. Спасибо, дальнейших творческих успехов. Слово предоставляется главе Чебоксарского муниципального округа Михайлову Владимиру Борисовичу. Хизепле ендешсем, хизепле килнеханазем, фабрика щенезем, хизеплеренде хизепле ветеранзем, серепурнеде, пагатеры фабрики шержул дуларны аджбе, чун жеререн саламладым. Уважаемые гости, дорогие земляки, труженики фабрики, уважаемые ветераны, от всей души хочу поздравить вас с таким вековым юбилеем. Мы, жители Чебоксарского муниципального округа, рады и горды, что с самого начала основания фабрика находится на нашей территории. Ну и сегодня очень динамично развивается фабрика, впереди большие планы. Буквально вчера мной было подписано письмо в адрес Министерства экономического развития и Совета по инвестиционной политике правительства о готовности предоставить площадку для расширения и строительства новых площадей. Фабрика за свое вековое существование доказала себе как надежный партнер, четко выполняющий все свои принятые обязательства. Ну и мы рады, что наше сотрудничество помогает развитию экономики нашего района и туристической привлекательности, конечно же. Вы не стоите на месте, работаете, автоматизируете свои процессы производства. И в то же время хорошо, что не забывайте те традиции, которые заложили 100 лет назад. Это ручная вышивка. Нам, потому что это очень близко, мы все помним, как у наших бабушек и постельное белье, и скатерти, и иконные уголки, все были оформлены чисто чувашской вышивкой, собственно, домашней вышивки. И это очень радует. И, конечно, надо это прививать подрастающему поколению, молодежи. Для этого вы тоже очень многое делаете. Вы участвуете в различных проектах социальных, в том числе привлекаете молодежь. Благодаря этому наши дети не забывают наши традиции, культуру наших предков и помнят всегда, что Чувашия — это край 100 тысяч песен, 100 тысяч слов и 100 тысяч вышивок. Это слова великого чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. Я хочу еще раз поздравить всему коллективу и ветеранам фабрики, пожелать крепкого здоровья, успехов вам, процветания, долгих лет жизни, чтобы фабрика еще долго жила и развивалась. Праздником! За большой личный вклад в развитие народных художественных промыслов, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также в связи с празднованием столетия основания фабрики Пахатере, почетной грамотой Чебоксарского муниципального округа награждается Григорьева Галина Анатольевна, оператор фабрики «Вилан». За большой личный вклад в развитие народных художественных промыслов, за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу благодарность главы администрации Чебоксарского муниципального округа объявлена Аркадьевой Инне Витальевне, дизайнеру фабрики «Вилан». Орловой Нине Ивановне, швея. Кошкиной Алине Валентиновне, раскройщику. Васильевой Наталье Владимировне, швее.
И, конечно же, дорогие друзья, общая фотография. Владимир Борисович, и этот небольшой сувенир – книга от фабрики «Паха-Тере». А наш праздник продолжается, и сейчас мы хотим вам рассказать еще об одном успешном проекте. Чувашская свадьба на ВДНХ – одно из самых красочных событий декабря. Спешу напомнить, что свадьба была не постановочная, а настоящая. Молодожены Максим и Анастасия связали себя узами брака прямо на ВДНХ. Расписала их сотрудница одного из ЗАГСов Москвы. Церемония прошла с соблюдением всех национальных традиций. Когда шла подготовка к этому событию, молодоженам тщательно подбирали образ. Они были в восторге от свадебных нарядов фабрики «Паха-Тере». Красота костюмов удивила всех гостей. Это доказывает, что мастера фабрики универсальны и могут создать шедевр на любое торжество. На сцене фрагмент чувашской свадьбы в исполнении эстрадно-фольклорного ансамбля «Сявал» при участии молодоженов Максима и Анастасии Горских. Под сводами бескрайнего неба, на земле, окруженной лесами и реками, началась история чувашского народа. Их традиции передавались из поколения в поколение. Каждая легенда, песня или обряд несли в себе глубокий смысл. Символом любви, союза и способом сохранения духовной связи между прошлым и настоящим был свадебный обряд. Все начиналось со знакомства молодых на общих праздниках и в других деревнях. Традиции позволяли выбрать парню невесту самому, но последним всегда было слово родителей. Наши молодожены Анастасия и Максим встретились на берегах красивой реки Волги. По всем чувашским традициям сначала состоялось сватовство. И вот, наконец, настал счастливый день свадьбы. Слышна свадебная песня, с которой приближаются гости со стороны жениха к дому невесты. Свадебной церемонии в традициях чувашского народа является обряд выкупа невесты. Вы слышите диалог между главой свадьбы и родителями невесты на одобрение соединения двух семей. Утмал жухрым утрамар, щитмел жухрым чупрамар. Утмал жухрым утса, варман урлагаш начух, парпалана гурдамар. Майраги ылтак, чернивеше шуткемель. Майраги бешей ратте, перегельме шулдавать. Шам жул балаги демер шахту и халахпе, хаклахда дахлач. Перегаться хабалдават ржи. Хабалдават пар. Щитмел жухрам чупрамар, шижен хиреду храмар. Шижен хирем баринче, шиели шулак лашурх урхамах перегум магурунче. Пушек полететь иммес, урье шеребер иммес, шилбек юхать, щильбек вежень, шамын жене утланса кедемлар, хаплахда дахлась сельпада. Пире аяпту мастера. Аяпту мастер. Хадаяль не житсесен, яля гурынче хулабек. Килем не житсесен, киле гурынче кермейбек. Асла гардыш барынче, ол кедесне шуртларат. Шалагыр зесен тват кедес. Шав тват кедес рен, пыр кедесне, шав туй халах нертыма ирек бары жевдада хлач. Пиндень и ирек. Ай-я-ай-я-ай-я-ай-я-ай-я-ай-я-ай-я-ай.
Перегеце шахада сравретне, средне щиджи год потерзе, щиджи год черну сравретне. Тогда не хрепрет впечатление пичке бор. Парбакине усасан, сим был югать, кеприне усасан, тут лошербек бергенет. Шансы был нейсесен, юзерезех каймала. Шербек нежизесен, тут лангалаш мала. Мне хода захлач, тут жизерен камалар. Тульче! Кундан ытла самакым жок, сиренден ытла юратна шинным жок. Читмен буза шидерер, ытла шине кажарыр. Там зире хода дохлач. Вада ведерень, асли шуктиня. Тванзем халасем, шогыр твардан да асли шуктизе галайше. Шавын бада, тудан запах самара, перень, шогыр твара. Хлеб всему голова. Хлеб выражал пожелания богатства и благополучия, а чтобы жизнь молодых была счастливой, подносили традиционный хмельной национальный напиток сыра, приготовленный к свадьбе. Угощение гостей означало решить дело окончательно и бесповоротно. Подружки просят выкуп за невесту, требуя от жениха золотые монеты. Арчаукши, Алла Бус, Щабукшана помазан, Арча парзаямас. Херенюкши хере пус, Щабукшана помазан, Херне парзаямас. Варгинескер хернель мезер каймаспар. Мне в той голоде халявара, юрлар, ташлар, саванар. Глава свадьбы уводит жениха к невесте в амбар. Песня «Плач невесты» является важным обрядом. Считалось, что невеста должна выплакать все свои слезы до свадьбы, чтобы не пришлось горевать в доме у своего мужа. Шабарабала, шабарабала.
благословляют молодых на долгую и счастливую жизнь. Халявара ашыга мажень пилиса махнит лизабгар. Юратна жазем. Біріне-бірі юратса, келіштерзе бұрынар. Ялышын незене хисеплер. Вадызен сумавинчен андухар. Пролежес елавыл перенден тухна еламар. Уйбек асла, варманбек хунавлы болар. Кай кежікте мұжырланса, ева жаваратке чебе галарать. Шапла булдар. Ялды сымаға келейлзе ан келер, келді сымаға урамайлзе андуғыр. Яланақ біріне-бірі келіштеззе юратса бұранар. Aju annüne itler. Pil зиря жазем, пил. Но мне хода дохлач, пилин келере мада хочется гельче. Сидевара шене хода нажидять пер. Мать соединяет руки молодых, используя сурбан, что означает благословение старших членов семьи, символизируя защиту и уют. Вместе с матерью невесты, песнями и танцами невесту уводят в дом жениха. Чтобы чистотой души и тела невесте войти в новый дом, родственники жениха отгоняют злых духов плетьми. Еще раз ваши аплодисменты. Мы хотим с огромным удовольствием пригласить на нашу праздничную сцену молодоженов. Дорогие молодожены, примите подарок от фабрики Пахатери, книгу и чувашское полотенце как символ гостеприимства, начало новой счастливой жизни. Также мы выражаем благодарность эстрадно-фольклорному ансамблю «Сявал», руководитель, заслуженная артистка Чувашской Республики Лилия Кузнецова. Благодарность, книга на память об этом красочном, ярком, торжественном дне. Спасибо большое. Еще раз ваши овации. Благодарим вас. Следующая коллекция, которую мы готовы вам продемонстрировать, называется «Тонкой нитью». Город Уфа, Республика Башкортостан. Встречайте!
Голицына, вице-президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров, руководитель собственного ателье, занимающегося изготовлением эксклюзивных изделий для сцены и вечерних выходов, лауреат международных и всероссийских конкурсов дизайнеров одежды, постоянный участник международных выставок и показов. Пожалуйста, не убегайте, потому что с огромным удовольствием мы выражаем вам благодарность. Примите этот букет и наши громкие овации. Спасибо за такую красоту. А мы продолжаем. С 2009 года фабрика «Пахатери» является учредителем и организатором межрегионального детского конкурса «Азамла Теретенджи» «Мир чувашской вышивки». На конкурс представляются изделия с ручной вышивкой чувашской, и участвуют в нем ребята не только из Чувашии, но и из других регионов России. На сцену приглашается заслуженный работник культуры Чувашской Республики, мастер народных художественных промыслов, член Союза художников Чувашской Республики и Российской Федерации, член жюри конкурса «Азамла Теретенджи» 2023 Зинаида Ивановна Воронова. Үргін бұлдар хизеплі ендешсем, пахадерешченезем. Я бы сегодня хотела пригласить сегодня сюда моего друга, настоящего друга, руководителя фабрики Пахадери Наталью Ивановну Пусанкину. Добрый вечер, Наталья Ивановна. Это мы с вами, Наталья Ивановна, где только не побывали. В Москве, Санкт-Петербурге, в Саратове, Самаре, конечно же, в Республике Татарстан, в Тюмени и так далее. Это она всегда возрождает, сохраняет традиционную культуру. И я бы сегодня хотела поздравить ее с юбилеем, юбилеем фабрики и подарить как мастер чувашскую национальную шубу. Чуваш корви, чуваш щебуже, пень-биня хахта энджибек. Ударайми щежеть ярущен, хем не забатывал тенджибель. Ну и мы готовы с огромным удовольствием начать торжественную церемонию награждения. В номинации «Декоративно-прикладное искусство. Сувенир с элементами из чувашской вышивки». Категория 7-12 лет. Первое место. Ершова Анна Рудольфовна, ученица 1 А-класса Цивильской детской школы искусств имени Агаковой. Руководитель Васильева Кристина Германовна. Категория 12-18 лет. Первое место. Вольская Александра Александровна, 15 лет. Реабилитационный центр для детей Минтрода Чувашии. Руководитель Авелькина Людмила Владимировна. Студенткой первое место. Евстигнеева Алена Сергеевна. Чувашский государственный университет имени Ульянова. Кафедра архитектуры и дизайна среды. Руководитель Михайлова Эвелина Валерьяновна. В номинации «Декоративно-прикладное искусство и изделия с чувашской вышивкой» категория 7-12 лет. Первое место. Тимофеева Кристина Евгеньевна, 10 лет. Цивильская детская школа искусств имени Агаковой. Руководитель Васильева Кристина Германовна.
Категория 12-18 лет. Первое место. Лаврентьев Антон Николаевич, 7 класс, 13 лет. Средняя общеобразовательная школа номер 8 города Новочебоксарск. Руководитель Васюкова Любовь Степановна. Студенты. Первое место. Курикова Аделия Резидовна. Студентка 4-го курса Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева. Направление педагогическое образование. Руководитель Соколова Светлана Георгиевна. Категория 13-18 лет. Первое место. Морозова Мария Александровна, 7 класс средней общеобразовательной школы номер 12 города Чебоксары. Руководитель Егошина Марина Владимировна. Номинация «Дизайн костюма. Одежда с чувашской вышивкой». Первое место. Яковлева Ксения Алексеевна, 8 класс Ибрисинской средней общеобразовательной школы номер 1 поселка Ибрисе. Руководитель Яковлева Наталья Валерьевна. В номинации «Изобразительное искусство. Живопись». Категория 7-12 лет. Первое место. Николаева Анна Михайловна, 9 лет, 2 класс. Цивильская детская школа искусств имени Агаковой. Руководитель Васильева Кристина Германовна. Категория 12-18 лет. Первое место. Андреянова Полина Николаевна, 14 лет, 9 класс. Кугейская детская школа искусств Чебоксарского района. Руководитель Павлов Валерий Георгиевич. В номинации «Изобразительное искусство. Графика». Категория 7-12 лет. Первое место. Муштакова Татьяна Евгеньевна, 12 лет, 6 класс. Кугейская детская школа искусств. Руководитель Мокина Татьяна Валерьевна. В номинации «Стихи» категория 7-12 лет. Первое место. Московцев Дамир Валерьевич, 5 класс. Янгильдинская средняя общеобразовательная школа. Руководитель Московцева Анжела Юрьевна. Категория 12-18 лет. Первое место. Андреева Ульяна Николаевна, 11 класс. Ишакская средняя общеобразовательная школа Чебоксарского муниципального округа Чувашской республики. Руководитель Александрова Лилия Геннадьевна. Общее фотографирование и самые громкие аплодисменты нашим талантам, нашему будущему, нашим звездочкам. Также поздравляем вас с праздником и желаем творческих побед. Спасибо большое, уважаемые. Приглашаем в зрительный зал. Ну и, конечно же, пожалуйста, не убегайте, вам подарочек. Зинаида Ивановна, пожалуйста, останьтесь. Да, на секундочку мы дарим вам подарок. Книгу от фабрики «Пахотели». Это замечательный букет. Спасибо вам большое за сотрудничество. Слово предоставляется заместителю управляющего Чувашским отделением ПАО «Сбербанк» Михайловой Марине Владимировне. Добрый день, уважаемые друзья, Наталья Ивановна, работники, ветераны фабрики «Пахотери». Разрешите от всего сердца и от лица Сбербанка, как финансового партнера, поздравить вас со столь знаменательной датой, с вековым юбилеем. Не каждое предприятие, да, крепкое, промышленное доживет до такого юбилея, а здесь со своей спецификой, большой поклон вам. Спасибо за ваш труд, за благородный труд на самом деле, потому что вы продвигаете национальное наше достояние. И удивительно, что вот в нашей чувашской вышивке заложен код поколений, и это своего рода, наверное, оберег всем нам. Спасибо большое, что кроме вот этого культурного наследия, да, вы эту вышивку сейчас продвигаете в современных изделиях, и, соответственно, новое, молодое поколение, оно тоже получает такое благословение, да, от наших предков. Наталья Ивановна, вам здоровья, вы берегиня этого производства, на вас лежит большая ответственность, и огромное спасибо коллективу, который вас поддерживает. Я желаю всем финансового благополучия, мы всегда рядом. Надеюсь, что все проекты, которые задуманы, исполнятся. Ура! Спасибо! Очень большое, вас подарок.
Марина Владимировна, и вам подарок обязательно от фабрики «Пахотери». Спасибо большое. Аплодисменты. И приглашаем зрителей в зал. Дорогие друзья, сейчас мы с вами увидим показ новой коллекции фабрики «Пахотери» «Городской стиль». Это стильные наряды для современных и активных девушек, которые идут в ногу со временем. Наслаждайтесь! Ветром по полю, голос мой за тобою, как будет воля, дорогу найдешь домой, я от бед укрою, сестер зову с собою, разольется доля, водою ключевой, ой, упали мысли, на плечи коромыслом танцую в вышине, на серебряной луне, ой, закрытые слезы, золотые косы, твоего коснусь лица лучами солнца. Стану над рекою, руки я раскрою, обниму тебя, я моя Чувашия. Во мне сила, вера, время, любовь без меры, и мать, и дочь я и есть Чувашия. Женщина, она загадка, она как драгоценный камень, как самый прекрасный цветок. Она наполняет красотой весь мир и дарит свое тепло и нежность миру. А я хочу добавить то, что женщины нашей республики самые активные, позитивные, трудолюбивые и непревзойденные. А как они прекрасны в национальных нарядах. Правда, дорогие друзья? У нас есть возможность дружить, делиться опытом, победами, сплачиваться, когда нужна поддержка. Тому пример большое объединение под названием «Союз женщин Чувашии». На сцену приглашается заместитель председателя Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Анастасия Александровна Спирина. Добрый вечер, уважаемые почетные гости, гости столицы, мастерицы и ветераны труда.
Я рада приветствовать вас от лица Союза женщин Чувашской Республики и нашего председателя Николаевой Натальи Алексеевны на этом торжественном мероприятии, которое посвящено столетию фабрики «Бахатерия». Я хочу выразить слова благодарности всем женщинам, которые трудятся на фабрике, всем тем женщинам, которые стояли у истоков этой фабрики. Ведь именно вы являетесь хранителями культурного кода страны. Ведь именно вы являетесь хранителями нематериального наследия региона. И благодаря вашей любви к творчеству мы можем наблюдать, как эта фабрика растет и развивается, как вы приумножаете то наследие, которое унаследовали. У нас замечательная культура, она с величием подчеркивает нашу красоту, рассказывает историю наших предков. И я огромное спасибо хочу сказать именно вам за то, что за ваш труд, который нам всем говорит о том, что по нам судят о нашей культуре. И также позвольте мне в преддверии Нового года всех поздравить с праздником. Ведь Новый год — это как новое белое полотно. И мне хотелось бы, чтобы на этом полотне появилось множество ярких красок, много событий, путешествий, конечно же, крепкого всем здоровья, семейного счастья, благополучия и многое-многое лето в фабрике. Спасибо большое, примите подарок от фабрики «Бахатерия», конечно же, эта книга, наша благодарность, громкие аплодисменты. Анастасия Александровна, спасибо. На сцену приглашается член Президиума Союза женщин Чувашии, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» в Чувашской Республике Марина Николаевна Аниченкова. Добрый вечер, уважаемый коллектив фабрики «Бахатерия», все гости и земляки. И, конечно, большое вам огромное спасибо за ту красоту, которую сегодня мы увидели на этой сцене. И я хочу рассказать немножко о Наталье Ивановне, как женщине, которая соединяет в себе и красоту, и творчество, и, конечно, талантливого предпринимателя. Ведь без бизнеса, без предпринимательства мы сегодня не можем говорить о том, чтобы развиваться и расти. Поэтому Наталья Ивановна и Александр, которые воплощают в себе семейный бизнес, вы невероятно творческие люди и талантливые руководители. Я хочу пожелать вам и всем сотрудникам фабрики роста, успехов, и чтобы ваши стишки, ваши узоры никогда не заканчивались, и чтобы даже через 100 лет ваша фабрика отмечала 200 лет, и вас вспоминали вот на этой сцене, а может быть на другой, как самых талантливых руководителей, которые возродили эту фабрику и нашу культуру, нашу национальную вышивку. Многие лета и творческих вам успехов. Поздравляю! Спасибо большое, пожалуйста, Марина Николаевна, примите подарок от фабрики. Марина Николаевна. Марина Николаевна, подарок. Обязательно. Спасибо большое за сотрудничество.